Здравствуйте. Сейчас ходят в обществе разговоры о том, чтобы увеличить наказание за изнасилование. Как вы считаете, это правильно? Я считаю, это очень правильно, потому что когда принимают такие решения, чтобы смягчать срок за такие действия, это очень неправильно. Потому что еще не доказано, да, это было изнасилование или нет, но все равно, да, мне кажется, девушка не просто так, да, это обратилась в органы и это правильно, то, что срок хотят увеличить, да, за этот. Скорее всего, не все случаи доходят до правоохранительных органов. Ну, в нашей стране это работает, мне кажется, не так естественно и так эффективно, как хотелось бы, да, вот, как граждане хотели бы. Но я полностью поддерживаю увеличение срока. Вот. Скорее всего, вы говорите про тот случай в КТЖ, правильно? Вас это возмутило? Меня это очень сильно возмутило. 2,5 года дали каждому, и они не посчитали это групповым изнасилованием. Это очень малый срок. Для меня это очень сильно возмутило, то, что так халатно к этому делу отнеслись, знаете. И мне кажется, наказание в любом случае нужно ужесточить. И очень важно то, что именно мы, мужчины, высказываемся негативно по этому поводу, потому как считается, что за свои права сейчас борются именно только женщины. Как вы считаете, мужчины должны их поддержать? Конечно, должны. Женщины – это наши матеря, наши сестры, наши дочери будущие. Со стороны мужчин недопустимо, чтобы они применяли подобные насильственные действия по отношению к женщинам, правильно? Конечно, это ни в коем случае недопустимо. Это может случиться, если честно сказать, с любым из наших родственников, знаете, как раз с теми же нашими сестрами, мамами, не дай бог, да. И мне кажется, это вообще недопустимо в нашей стране. И любые такие действия должны наказываться в очень строгом порядке, знаете. Недавно была опубликована статистика от правозащитной организации, которая занимается именно делами женщин, пострадавших от насилия. Они утверждают, что 850 женщин за полгода было изнасиловано в Казахстане. Это только те, которые официально зарегистрированы. Да, и ведь есть также очень много женщин, которые не обращались в правоохранительные органы, боясь тех, кто совершил над ними такое тяжкое преступление. Но мне кажется, это должно строго пересекаться, и органы и государство вообще должно поднять этот вопрос на масштабный уровень. И вы, наверное, согласитесь с тем, что здесь дело не только в ужесточении наказания, но и эффективности работы МВД и судебной системы нашей, да? Я полностью с вами согласен. Они должны принимать реальные меры, чтобы люди не думали, что ладно, я изнасилую девушку, женщину, и мне за это не особо много светят, потому что, знаете, если можно это купить, то о каком государстве, о какой конституции идет речь? Зачем она вообще нужна, такая конституция в нашем государстве? Зачем нам такое правительство, нужны такие правоохранительные органы, знаете? Я полностью отвергаю то, что они делают сейчас, знаете. И мне очень не понравилось высказывание нашего главы МВД, то, что он так сказал, то, что это еще не доказано. Я не знаю, конечно, что там реально случилось, но меня это очень возмутило. Всем привет! Вы на канале LifeKZ, меня зовут Ринат Кибраев. Резонансным стало дело двух проводников Тальга, которые изнасиловали женщину. В итоге суд назначил им наказание 2,5 года каждому. Это вызвало бурю негодования в нашем казахстанском обществе. Многие высказываются за то, чтобы ужесточить наказание за статью изнасилования. Мы сегодня узнаем мнение алматинцев, узнаем мнение казахстанцев, что они думают по поводу того, стоит ли ужесточать наказание за изнасилование в Казахстане. Положительно отношусь, потому что, как я знаю, 2,5 года, да, всего лишь им дали. Ну да, тем проводникам. Тем проводникам, вот. Надо как-то посильнее. Более жестокое наказание. Да, более жестокое наказание. Сейчас же есть же виды наказания, не смертная казнь, конечно же, но хотя бы срок увеличить. А как вы считаете, у нас в Казахстане не все случаи изнасилования доходят до суда, до правоохранительных органов? Да, я так считаю. Вы как девушка, наверное, сталкиваетесь постоянно с насилием, да? Ну, имеется в виду дискриминации и все такое. Ну, это Казахстан, что поделать. А что нужно сделать, чтобы это изменить? Надо поработать над министерством, Может быть, мировоззрение мужчин у нас в Казахстане такое? Нет, с этим вообще невозможно справиться как-то. Ну, согласитесь, наверное, что у нас есть некоторые мужчины, которые воспринимают насилие по отношению к женщине нормально.
Да. У нас такой менталитет, типа, если женщину бьют, она должна терпеть. Там, если ты килинка, да, то ты все должна терпеть и все такое. А женщин у нас бьют в Казахстане, еще как. Насилие домашнее у нас распространено. Распространено. Вот. Сначала надо поменять менталитет, наверное, свой. Молодежь сейчас нормальная, я не знаю почему. Вот так. Так что, Казахстан, если хочешь добиться успеха, давай. Положительно и более чем лояльно. Вы, наверное, слышали, да, то, что произошло в поезде Тальга? Ну, по-моему, об этом услышали уже все практически. В принципе, поэтому и согласен для того, чтобы ужесточили как-то наказание. 2,5 года дали каждому из насильников. Ну, трудно сказать, но радует то, что хотя бы прокуратура позаботилась о том, чтобы дело пересмотрели обратно. Очень странно мнение судьи, который считает, что на самом деле надо судить это как не групповое изнасилование, а по отдельности. Но удручает это не это, скорее всего, а то, что в Казахстане за воровство полагается 6 лет, а за изнасилование 2,5 года. То есть преступление против личности стоит, так скажем, на ступень ниже, чем преступление против собственности. Относительно, да. Хотя по отношению к тем людям, которые занимаются реальными хищениями в нашем государстве, не предпринимают никаких действий. Ну, по этому поводу очень долго можно как-то пускать полемики, но, в принципе, если быть релевантным, то касательно этого наказания я негодую. А как вы считаете, необходимо обойтись только лишь ужесточением наказания или в целом реформой МВД судебной системы? Для начала, по-моему, было бы радостно начинать хотя бы с одного маленького шага. Ну, я согласна, в принципе, с этим, потому что изнасилование – это преступление. Вы знаете о том случае, который произошел в поезде в Тальго, когда 2 проводника изнасиловали женщину и получили мягкие срока. Нет, 2,5 года каждая. я не в курсе. Это у нас в Казахстане? Да, это у нас в Казахстане, в Тальго. Нет, я не в курсе. Но вы, наверное, знаете, что в Казахстане изнасилование – это частое явление. Честно, я не встречалась с этими явлениями. Знаете, почему я могу сказать, что это частое явление? Есть статистика, согласно которой 5 изнасилований зафиксированных в день происходит в стране. Вы хотите мою позицию Да. узнать? Но я думаю, это ужасно и должно наказываться. Законом или как хотите. Это ведь важно для вас, как женщины. Да, для меня это важно, но так я сама не сталкивалась. Скорее всего, и мужчины тоже могут сталкиваться с подобным. Ну, наверняка. Думаю, да. То есть вы согласны с ужесточением наказания для насильников? А я просто не осведомлена. Ну, вот сейчас дают за сколько? обычное изнасилование, обычное. Если один человек изнасиловал одну девушку, и там без отягчающих обстоятельств ему дают до 5 лет лишения свободы. Ну, я думаю, это очень мало за такое преступление. Обычно даже отпускают. Ну, я не согласна. Это преступление средней тяжести считается. Да, если вы хотите узнать мое мнение, я согласна, что должны ужесточить. Да, слышала. Что вы думаете по этому поводу? Ну, это ужас. Не знаю, я не хочу. Ну, стоит ли ужесточать наказание для насильников? Ну, конечно, я думаю, да. Мне кажется, каждый человек с этим согласится. Ну, я считаю, что правильно. Вы слышали, да, о том, что произошло в поезде Тальго, когда 2 проводника изнасиловали женщину? Да, слышала. Им дали по 2,5 года лишения свободы, и в обществе звучат мнения, что это слишком мягкое наказание. Я тоже так считаю, что это сильно мягкое наказание. А как вы считаете, какое наказание будет адекватно преступлению? Ну, такое, какое попросила, так сказать, виновная сторона. Ой, то есть сторона, которой нанесли, так сказать, оскорбление. В том числе многие выступают за то, чтобы отменить возможность примирения сторон. Ну, это тоже правильно. Потому что надо искоренять такие случаи из жизни. Именно большинство, наверное, 99% жертвами становятся именно женщины. Ну, скорее всего, да. Вы, наверное, слышали о том, что произошло в поезде Тальго, когда 2 проводника изнасиловали женщину. Им дали в итоге, по мнению общественности, мягкое наказание. 2,5 года лишения свободы каждому. Да, знаю. Слышала, да. Ну, как вы считаете, если кого-нибудь изнасилуют, за это стоит карать жестко? Да, я согласна, да. Не знаю, что добавить, я согласна. Что надо... Можно я не отвечу? Ничего не.
Да, возможно, действительно необходимо усилить наказание, а может быть еще проводить профилактические работы, чтобы этого не было. Вы, наверное, слышали, да, о том случае в поезде «Тальга», Да. когда два проводника изнасиловали Да. женщину, им дали по 2,5 года. Да, да, я слышала об этом случае. Как вы считаете, это мягкое наказание 2,5 года лишения свободы каждому? Я считаю, что наш суд должен был вынести правильное, грамотное и заслуженное наказание. Ну, более суровое. По моему разумению, да, возможно, более суровое. Вы слышали о том, что в поезде два проводника изнасиловали женщину? Нет, Об этом везде говорили. я не слышала. Ну, в целом, как вы считаете, стоит ли ужесточать наказание за изнасилование? Сейчас вот за обычное изнасилование, да, не в группе лиц, а просто если какой-нибудь мужчина изнасилует там женщину, ему дают до 5 лет лишения свободы. Как вы считаете, стоит ли увеличить срок наказания? Да. Это очень важный вопрос. Ну, 5 лет мало как-то. Типа, Хорошо, спасибо. Положительно. Насилие над личностью, оно всегда должно караться. Тем более, если над женщиной это совершается, в основном же противоправные действия против женщин. Я поддерживаю это. Все слышали о том, что произошло в Тальгу. Как два проводника изнасиловали женщину, им дали, по мнению общественности, мягкое наказание 2,5 года каждому. Это вопиющее, не знаю, я не знаю всех обстоятельств этого Ну, дела. вы слышали об этом? Да, краем уха что-то где-то, но сейчас не до этого. Краем уха что-то где-то слышал. Я всех обстоятельств не знаю, насколько там правомочно или что, действительно. Очень трудно судить однозначно. Но действительно, если вина людей доказана, и за такие вещи дают такие смехотворные наказания, то поневоле возникают мысли о пересмотре законодательской базы или еще что-нибудь. А как вы считаете, ужесточение наказания за изнасилование, оно сыграет положительную роль в том, что изнасилование станет меньше? Не думаю. Может быть, там на доли процента, может быть, что-то кого-то где-то остановит. Но, конечно, все-таки люди, которые совершают вот такие действия, они не совсем здоровые, я думаю. Мне так кажется. Неадекватные мужчины? Да, неадекватные мужчины, ущербные по-своему, с какой-то дефектной психикой. Потому что нормальный такой мужчина настоящий никогда такого себе не позволит, и это. На такой контингент какие-то вот такие меры устрашения, они как-то влиять мало, они, тем более за счет ущербных психики, они мало будут подвержены. Но где-то, может быть, если это хотя бы одну женщину спасет, вполне оно оправдано. Помните, как у Достоевского, если ты спасаешь там одного человека, ты спасаешь целый мир. Возможно, и ради этого, может быть, и стоит. В конце я хочу высказать свое собственное мнение по поводу того, что я думаю по поводу ужесточения наказания за изнасилование в нашей стране. 850 случаев изнасилования за полгода. Около 5 случаев изнасилования в день происходит в нашей с вами стране. И это только те случаи, которые зарегистрированы в правоохранительных органах. Я также согласен с тем мнением, что стоит не только ужесточать наказание за изнасилование, но стоит реформировать Министерство внутренних дел Казахстана, стоит провести реформу в нашей судебной системе, потому что без комплексных мер невозможно бороться с этим вопиющим явлением для цивилизованного общества. Мы должны побороть некоторые аспекты нашего мировоззрения, нашего казахского менталитета, который воспринимает то, что насилие по отношению к прекрасной половине человечества – это нормально. Нет, это не нормально. Это совершенно противоречит здравому смыслу, гендерному равенству, восприятию женщин как тех людей, которые обладают таким же набором прав, как и мужчины. То есть и в Казахстане в равной степени должны быть защищены от любой формы насилия и мужчины, и женщины. Поэтому я всецело поддерживаю ужесточение закона, который предусматривает более суровое наказание за этот вид преступления изнасилования. Дорогие друзья, пишите свое мнение в комментариях, а что вы думаете по поводу того, стоит ли в нашей стране ужесточать наказание за изнасилование или же нет. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал. С вами был я, Ринат Кибраев.